Давным-давно, когда земля утопала в войнах и крови, и казалось, что мир не наступит никогда, нашелся великий кузнец, который вместо ковки мечей, копий и стрел создал хомус. Звуки волшебного хомуса полетели во все края Срединного мира. Дети радостно начали бегать и играть. Музыка хомуса дошла до высоты небес и глубин недр земли. Волшебный звук хомуса смог остановить надвигающуюся беду. Бесконечные распри братьев на планете, кровопролитные войны с участием исполинов, воинов с Нижнего мира. Святой князь Руси Александр Невский впервые звуки волшебного хомуса мог услышать в Срединном мире, Орде, в ходе поездки на Дальний Восток в Байкальский регион, город Каракарум, столицу чингизидов в 1247 году, как об этом представлено в парке «Россия. Моя история». В поддержку данной версии об этом великом сыне русского народа члены инициативной группы Евразийского этнофестиваля Владимир Иванов и Марина Варбут поставили пьесу «Александр Невский в Срединном мире» с именитым режиссером Якутии Андреем Борисовым в Иркутском государственном академическом драматическом театре имени Николая Охлопкова. Николай Охлопков, иркутянин, сибиряк, в далеком 1938 году играл роль Василия в фильме «Александр Невский» у Сергея Эйзенштейна. Постановка и премьера спектакля с аншлагом прошла 12 июня, в День России, в рамках Йордынских игр в 2015 году в Иркутске при поддержке губернатора Иркутской области. Теперь планируется студенческая постановка пьесы «Александр Невский в Срединном мире» в рамках Евразийского этнофестиваля в городе Якутске через мастер-класс актерского мастерства от драматурга и режиссера Марины Варбут. Для достижения преемственности истории и поколений, для формирования культурно-нравственных ценностей молодежи заработает «Город мастеров» для реализации исторической пьесы и изготовления студентами и мастерами народных промыслов шитья, костюмов, реквизитов, декораций, щитов и оружия для героев будущего спектакля. Студенты с мастерами подготовят меч и щит Александра Невского, меч и щит Сартака, сыну Батый-хана, меч и щит Хубилаю, будущему правителю Поднебесной Китая. Мастера-дизайнеры, художники и ювелиры вместе со студентами в ювелирной фирме КРГ изготовят пайцзу – ярлык власти в качестве театрального реквизита для пьесы «Александр Невский», и пайцзу – медаль для победителя соревнований по многоборью «Игры богатырей Срединного мира». Данная пайцза станет символом города мастеров этнофестиваля. Отдельный мастер-класс проведет по живописи известный художник Якутии Марианна Лукина. Она представит в рамках этнофестиваля на суд зрителей свою картину «Братания. Александр Невский. Сартак. Хубилай» на холсте 2 на 3 метра. В рамках Евразийского этнофестиваля «Игры детей, неба и земли» и юбилея 800-летия Александра Невского решила написать картину «Братания. Александр Невский. Сартак и Хубилай». Также в рамках этнофестиваля пройдут мастер-классы по фотографированию, фотошопу, операторскому искусству, монтажу, анимации, звукорежиссуре, написанию сценариев, режиссуре, созданию компьютерных игр, цифровому дизайну, а также мастер-классы по творческим направлениям – пению, включая горловое, игр на музыкальных инструментах, танцев и другие. Символом же спортивной части этнофестиваля станет древний охотник-факелоносец в шкуре волка. Во время культурной части открытия пройдет торжественная церемония зажжения огня игр детей, неба и земли с участием народных героев по национальным видам спорта, олимпийцев и победителей международных спортивных игр «Дети Азии». Этнофестиваль и Йордынские игры, организуя научные конференции по теме календарных праздников, природе и традиций народов России и Центральной Азии, способствуют раскрытию глубоких связей между народами евразийского пространства и вновь подчеркнут значение православия через образ благоверного и святого князя Руси для укрепления российского государства и создания Евразийского союза. В 2022 году Республика Саха-Якутия отметит столетие образования Якутской АССР.
Согласно указу президента России, вся общественность республики планирует широко отметить проведением различных мероприятий в течение всего 2022 года. Наш университет планирует также внести свой вклад в проведение культурных, спортивных и общественных мероприятий, посвященных столетнему юбилею республики. В рамках юбилейного года, посвящению столетию государственности Республики Саха-Якутия, планируется проведение этнофестиваля «Игры детей неба и земли». Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова включил в план своих мероприятий проведение этого этнофестиваля с созданием межвузовского сотрудничества с регионами Российской Федерации и зарубежных стран. От имени Северо-Восточного федерального университета обращаюсь в Президентский фонд культурных инициатив поддержать проведение первого Евразийского этнофестиваля грантом президента. Уверен, это мероприятие станет событием в культурной, спортивной и научной жизни страны по становлению креативной индустрии. Добрый день, уважаемые друзья! Обращаюсь к вам, экспертам гранта президента Российской Федерации культурных инициатив. Прошу поддержать проект первого Евразийского кочующего этнофестиваля календарных праздников «Игры детей неба и земли». У нас создана серьезная команда. Спортивные объекты университета готовы к участию в запуске проекта. В долине Великой реки Лены у сказочных ленских столбов расположился православный город Якутск. Возле Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова ныне строится Государственная филармония и Арктический центр эпоса и искусств. Столицу Якутии украшает флагман Дальнего Востока России IT-парк. Священные Верхоянские горы, Ленские столбы, полярное сияние благословляют русло и путь могучему северному дракону – ледоходу реки Лены. С наступлением долгожданного лета якутяне традиционно готовятся к главному календарному празднику в долине Туймада города Якутска – Исэху. Уважаемые эксперты гранта президента Российской Федерации культурных инициатив, здесь, на этой площадке, Юскатын, пройдет первый евразийский кочующий этнофестиваль календарных праздников «Игры детей неба и земли». Гостей этнофестиваля мы хотим представить то, как якутский народ празднует свой календарный праздник после долгой зимы. Якутский Исэх – это древний календарный праздник, посвященный общению с небом, зримым символом которого у народа Саха является солнце. Случилось так, что именно якуты смогли сохранить наибольшее число обрядов и алгысов, благословений древней веры в небо, сохранившейся на Крайнем Севере отголоском от героических периодов истории Евразии. Живым доказательством тому становятся дни летнего солнцестояния. Одним из направлений празднества являются обрядовые спортивные состязания ботуров, богатырей, словно спустившихся с небес из верхнего мира Олонхо, якутского героического эпоса, признанного ЮНЕСКО шедевром устного нематериального наследия человечества. В 2012 году в Греции депутаты города Древняя Олимпия, увидев презентацию якутского Исэха, приняли единогласное решение о подписании соглашения о городах-побратимах с городом Якутском. С тех пор якутские дети принимают участие в традиционном зажжении олимпийских огней. Национальные виды спорта – это часть культуры народа Саха, который связан с эпосом Олонхо, признанный шедевром ЮНЕСКО. В республике идет системная работа по пропаганде, продвижению и сохранению национальных видов спорта среди молодежи и студентов. Таким образом, этнофестиваль «Игры детей неба и земли» – это не случайная инициатива. А также через этот проект мы будем способствовать развитию креативной индустрии, в здоровом теле здоровый дух. С 1996 года под патронатами Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, Олимпийского комитета России в городе Якутске каждые 4 года проходят международные спортивные игры «Дети Азии». Следующие пройдут в 2024 году, где второй этнофестиваль могла бы посетить делегация Древней Олимпии и открыть штаб-квартиру Международного комитета игр «Дети Азии» с музеями календарных праздников и истории спорта при Арктическом центре эпоса и искусств, что в состоянии значительно усилить продвижение этнофестиваля в евразийское пространство. Изюминкой Арктического центра эпоса и искусств должна стать книга «Игры детей неба и земли»,
по одноименному названию этнофестиваля, где авторы в своем труде приводят актуальные для читателя сведения, связанные с историей и культурой народа Саха. Например, легенду происхождения национального якутского праздника Эсэх в долине реки Лены, на Ленских столбах, природного объекта ЮНЕСКО, и на священном озере Байкал. Авторы книги и этнофестиваля выступают в тандеме с объяснением происхождения юрдынских игр на священном озере Байкал, грандиозных игр древних курыкан, предков якутов и бурят, и проводятся параллели с появлением древнегреческих Олимпийских игр в Греции под священной горой Олимп. Книга будет способствовать популяризации этнофестиваля и развитию креативной индустрии, что в свою очередь, несомненно, скажется на социально-экономическом развитии Якутии, Иркутской области и Бурятии. Многие субъекты и народы России поныне сохранили свои древние календарные праздники по пробуждению природы, прихода долгожданной весны и лета после долгой зимы, наступления осени, плодородия и урожая. На площадке «Солнечный круг» этнофестиваля аудиовизуально на большом экране будут представлены такие праздники, как Славянская Масленица, Казачьи Шермиции, Бакалдын, Шахаджиебе, Кильвей народов Крайнего Севера, Бурятский Сурхарбан, Тувинский и монгольский Наадам, татарский, башкирский и чувашский Сабантуй, алтайский Эл-Ойын, калмыцкая Джангариада, хакасский Тун-Пайрам, казахский, кыргызский, узбекский, таджикский, азербайджанский, Наурус и другие. У великой многонациональной и многоконфессиональной России уникальная миссия и судьба в Евразийском континенте – сближать цивилизации Запада и Востока, Севера и Юга. Общим символом этнофестиваля будет северный олень, несущий на рогах солнце под сиянием полярной звезды и разбегающийся каждую ночь по северному горизонту Арктики, чтобы с востока вновь подарить всему человечеству и всему живому на Земле солнце. Так еженочно и кропотливо трудится наш тотемный северный олень по мифологии древних народов Сибири и Дальнего Востока России, Монголии, Китая, Казахстана и Кыргызстана. Финал Евразийского этнофестиваля завершится общим круговым хороводным танцем дружбы, символом единого солнца.